Вот нас же в этом тоже и некоторые критикуют именно со стороны тех, кто платит налоги, да, вот Мгм. сколько можно у нас это. Последнюю рубашку. Да, но представляете, в чем дело, да? Мы же нового вида налога не вводили, М. мы не увеличили налоговые ставки, Мгм. все оставили как есть. Мы просто попросили, ну, я образно говорю, платить налоги. И потихонечку заставляем это, э, их же самих видеть. То есть почему мы просим установить везде ККМ? Вот мелкие, значит, наши розничные точки, да, мы говорим, не надо брать вам патент. Не берите патент, Установите освобождение. этот аппарат и Просто все. поставьте ККМ. А почему люди выходят и протестуют против ККМ? Это не они. Их просто заставляют крупники, которые им же дают товар на реализацию. Им же поставляют какие-то поставки. Вот они как раз-таки заинтересованы, Чтобы чтобы не не было было учета, видно, да, да, сколько какие завезли, идут сколько. обороты. Мгм. И мы через ККМ видим, какие идут обороты, откуда. Потом ввели, значит, и сейчас очень активно, это мы сейчас используем, это с прошлого года, это электронный счет фактуры. Мгм. Любой товар, даже ручка, заехав, она фиксируется. И вплоть до того, в каком магазине она реализуется, мы ее должны видеть. Мгм. И магазин пробивает чек, я покупаю эту ручку. В чеке есть мой налог, который я уплатил. А почему он не должен идти в бюджет, а должен присвоить себе в карман? Мгм. Поэтому вот это отслеживание говорит о том, что у нас очень большие идут обороты реализации продукции, а от этих оборотов мы не видим адекватного поступления налогов. Как думаете, продавим? Знаете, рано или поздно все равно мы придем к цивилизованному подходу. Цивилизованному. Мгм. И скрипя, но мы идем вперед. Все, Товаров? Мгм. все должно быть промаркировано, ему присвоены соответствующие индивидуальные коды. Мгм. Все должно... Это весь мир работает Мгм. так. Только мы не хотим почему-то.